Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Сегодня хочу погадать конкретно на вас. Были запросы, были просьбы, поэтому давайте посмотрим такую тему. Какой кармический урок вы сейчас, именно сейчас, в этот самый момент проходите? В чем он заключается? И как долго еще будет продолжаться? Либо что нужно сделать, чтобы поскорее его завершить и пройти? Если тема интересна, посмотрите на песочек, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, свою дату рождения. И обратитесь к высшим силам, так и спросите, какой кармический урок я прохожу и как поскорее бы его пройти, да, что после этого, как выйти из той ситуации, в которой я нахожусь. Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Все высшие силы вводят моими руками. Пусть откроют мне то, что сейчас скрыто. Узнать. Так, мои хорошие, это общая отсыпка, поэтому понимаете, что не у всех может отыграться, либо отыграется не полностью. Но если вы пришли на мой канал, попали конкретно на это видео, значит для вас здесь будет много важного и полезного. Так, кармический урок. Ну вот он вышел сразу, кармический узел. Тут кроме всего прочего есть еще родовые программы, вот по этому дереву, видите, да, и вот он, кармический узел. Это то, что вы сейчас проходите. У кого-то отыграется конкретно узел, у кого-то отыграется кармический долг по роду, но у кого-то может и так отыграться. Значит, мои хорошие, сейчас я расскажу вам немножечко по ситуациям, вы уже для себя будете смотреть. Что касается родовой программы, здесь родовая программа идет по двум линиям. То есть здесь линия матери, здесь линия отца. По поводу линии матери, у вас здесь в принципе все чистенько, только вот личная жизнь может немножечко хромать. Здесь какой-то вы взяли, как бы вам сказать, сигнал, да, сигнал такой вот в генотипе, какая-то отложилась пунктирная линия по поводу отношений с мужчинами, страх перед мужчинами, страх, знаете, как неуверенность в мужчине. Вот это присутствует. Это все легко закрывается, здесь особых проблем я не вижу. Кстати, хочу сказать, что есть у кого-то женщина, которая из-за мужчины, скорее всего, лишила себя жизни. Вот за эту женщину хорошо было бы помолиться, либо просто, знаете, как раздать, может быть, какое-то угощение. И причем угощение, знаете, какое-то, должны быть какие-то хлебобулочные изделия. То есть это там не конфеты, а вот именно, может быть, пирожки какие-нибудь, может быть, хлебушек, да. То есть неплохо было бы отнести в храм на пожертвование, либо там кому-нибудь нуждающемуся, может быть, там пару булок хлеба купить. Потому что она у вас выходит, она просит. Вот, как-то грустно. Надо будет, кстати, посмотреть, что хотят передать вам предки, сделать отдельную такую отсыпку. Потому что она прям здесь вот, она вышла, она просит. Она говорит, я голодная, вот хочет именно что-то хлебного, мучного, как из пшеницы сделанного. Вот, тут из-за мужчины. Вот от нее, скорее всего, пошла эта пунктирная линия. То есть страх перед мужчинами, неумение там договориться, сойтись на чем-то. То есть неуверенность в мужчинах пошла. Но, еще раз говорю, да, это не ваша программа, она просто у вас как такой, знаете, ну как пунктирчиком она у вас прорисовывается. То есть если вам сложно выстраивать отношения с мужчинами, если вы их опасаетесь, неважно по какой причине, не уверена в мужчине, вообще страшно мужчине довериться, то здесь вот она, здесь причина. Так, по поводу линии отца. Ну, здесь какой-то мужчина очень сильно отличился. Причем очень сильно отличился. Тут прям что-то делал очень негативное мужчина. Вот отсюда идут неудачи, связанные с материальным.
материальные. Это деньги, потеря денег, невозможность заработать денег, жизнь в нищете, в лишениях, большие потери вот по финансам. У кого такая ситуация в жизни происходит, знаете, что это идет от мужчины, вашего родственника по отцовской линии. Здесь явно был, вы простите, но скажу как вижу, да, какой-то человек злодей, возможно, даже разбойник, да, вот разбойник, который ради денег, ради наживы, может быть, даже мародер, да, как-то поступал плохо. И то, что он отбирал у людей, понимаете, вы теперь вот предки, да, предки, вы это все оплачиваете. Причем он там, например, отобрал монету, а вы теперь прям тысячами расплачиваетесь, да, вот как-то так идет. Значит, здесь нужно тоже над этим работать, у кого действительно финансовые большие проблемы, у кого, ну вот деньги как вода, да, как песок сквозь пальцы. Здесь нужно обращаться к специалистам. Опять же таки, да, самостоятельно что вы можете делать? Откупаться, давайте почаще милостыню, и вот прям представляете себе, что вы откупаетесь, то есть за тех, кто совершал дурное. Понятно, что вы их там, может, не знаете, не помните, да, в принципе, да, ну, неизвестно, вот по крови, да, кто это мог быть. Может быть, там это был ваш отец, там, двоюродный брат вашего отца. То есть какая-то вот идет линия. Здесь почаще давайте милостыню, не обязательно там огромными суммами кидаться. Вот идете, вы видите, человек там просит. Неважно, там, кто он, действительно нищий, либо человек, который прикидывается нищим. Дайте одну монетку. Вот просто монетку. Вот представьте, что вы откупаетесь от этой ситуации. Плюс, кто со мной на ритуале, на 7 лет благополучия. Вот вам, мои хорошие, вот этот ритуал очень хорошо поможет. Продолжайте делать. Так, это то, что касается ситуации, да, по отцовской линии. Что касается этого узла. Но, видите, этот узел рукотворный. Его вам сделали люди. Люди перешли дорожку, тут были кинуты просто какие-то мега усилия на то, чтобы вам тут попортить. Здесь однозначно речь идет о каких-то действиях, манипуляциях. Причем такого, знаете, характера магического, то есть, знаете, вот эти вот пресловутые порчи запросто могло быть. Кто делал? Делала женщина. Женщина вам делала. Женщина делала, скорее всего, знаете, как желание было вас убрать со своего пути. То ли она вам соперница, то ли она вас считала своей соперницей. То есть конкретно постаралась, поработала, завязала вам огромный узел. Просто гигантский огромный узел. Поэтому, мои хорошие, здесь нужно разбираться с этим узлом. Я вижу, что он у вас потихонечку как теряет силу. Уже, видите, поотрывался в некоторых местах, но тем не менее делайте чистки. Обязательно дома, прям заведите себя за правило делать чистки. Ходите на общие чистки. Ну и старайтесь, знаете, что еще? Вот прям идет информация, что у кого-то что-то дома есть. Предмет, который излучает негатив. Этот предмет идет как подарок. Подарок, который вам подарить могли на день рождения, на какое-то мероприятие подарить. Может быть, кто-то вам, да, что-то свое отдал, сказал, вот, пожалуйста, бери, это тебе подарок. И вот эта вещь очень сильно фонит. С этим надо разбираться. Ну, тут люди, от людей, понимаете, они вам перевязали. А у кого-то, кстати, за мужчину идет. То есть соперница сделала за мужчину. Но радует то, что со всем этим можно справиться. И я думаю, что если вы действительно вот озадачитесь этим вопросом, у вас все получится. Что касается вашего кармического урока, вот он перед вами. Здесь у нас стела выходит. Стела, причем такая, знаете, которая... Тут внутри еще, знаете, как рыбка у нас вырисовалась. Это очень сильные знаки. Знаки, говорящие о силе духа, о мощном стержне, которым человек обладает. Вот я сейчас скажу для кого-то одного. Вот именно персонально идет информация для человека. Здесь у меня явно присутствует на отсыпке человек, который родился с магией в руках. Такое крайне редко происходит. И такие люди, они зачастую очень имеют сложный жизненный путь.
пока они раскрываются. Вот по этой стеле я сразу скажу, кто с магией в руках, но это будущее очень сильное. Человек себя раскроет в полную мощь, и об этом человеке будут говорить. Люди в мире будут говорить о силе, о мощи, о способностях этого человека. То есть то, что вам сейчас выпадают вот такие испытания, это испытания на ровном месте. Да? Человек, вот куда ни глянет, везде негатив. А вроде как смотрю вдаль, да, все прекрасно, делаю один шаг, и мне этот шаг обрубают, у меня там негатив пошел. То вот это как раз про вас. Вы должны все испытать на себе, на своем собственном опыте, получить просто неоценимый опыт для того, чтобы в будущем, опираясь на этот опыт, действительно практиковать, помогать людям. Так, для других, мои хорошие. Но тут явно человек у меня непростой, потому что с звездой простые люди не рождаются. Это говорит уже, да, я уже вам сказала о силе вашего духа, но и говорит о том, что вы в себя не верите, потому что вы все-таки опираетесь на свое прошлое. И вы не желаете как будто бы развиваться. Вот вы сейчас, да, на период времени как будто бы в коконе сидите. Вы закрылись в этот кокон, да, вот просто замотались с ног до головы, вам страшно, вы не уверены в себе, вы не уверены в своем будущем. У многих такое ощущение, что вот, а что я могу, что я маленький человек, вот бессилие, безверие какое-то происходит. И чем больше вы себя загоняете в это состояние, тем больше вот как тиски вот эти сжимаются над вами. Но вот если дословно сказать, да, человек, рожденный воином, боится своих доспехов. Да, вот это про вас идет история. Вы сильнее, чем вы думаете. Вы на многое способны. Каждое преодоление ваших сложностей и ваших неприятностей – это новый шаг к вашему развитию. Вот вы, наверное, заметили, вам выпадают тяжелые испытания. Вот деваться некуда, вы за это испытание беретесь. Вы пытаетесь как можете, как умеете справиться с этим испытанием. Как только вы его заканчиваете, что-то хорошее происходит в вашей жизни. Да, вот вам сразу раз подарочек. Вот, пожалуйста, вот тебе за то, что ты проявила мужество, за то, что проявила свою силу, свою волю. Вот и у вас такая ситуация идет. Какой кармический урок? Прокачать себя, прокачать свою душу, свой дух и выйти на новый уровень развития. Жизнь непростая выходит. Здесь в разные этапы жизни происходят разные ситуации. Я не могу сказать, что у вас какой-то прям выделить этап жизни, где у вас все было гладко, идеально. То есть начиная там с детства по сегодняшний день тучки набегают достаточно регулярно. В последнее время еще регулярнее стали набегать, но это все связано с тем, что ваше время пришло. Вы выросли уже из своего кокона, вам уже тесно и неудобно. Вот, а вам страшно, и как будто бы даже опереться не на кого. Вы опираетесь почему-то на свое прошлое, которое нужно отпустить. Вы пройдете этот урок, причем пройдете вы быстрее, чем думаете. Конец года – это ваше пиковое время, когда вот эти оковы спадут, время, когда у вас ясность рассудка появится, то есть вы будете видеть то, чего раньше не видели. Замечать того, что не замечали, мысли у вас поменяются, понимаете, прояснение сознания идет. То есть у вас вот этот цикл перерождения закончится в этом году, то есть начало декабря, середина декабря. То есть в Новый год, календарный Новый год, вы идете уже новым человеком. Человек, который до неузнаваемости меняется, даже у вас не только ход мысли меняется, у вас даже поменяются какие-то ваши внешние, по внешности вы поменяетесь, может быть, вы там радикально захотите что-то все поменять, там, перекраситься в другой цвет, там, какую-то прическу, стрижку, может быть, ультра какую-нибудь сделать себе, стиль одежды будет меняться, желания будут меняться, все будет меняться. То есть сейчас вы вот... если взять, да, так вот примером, женщина беременна, и эта беременность где-то вот месяц 4-5. Понимаете, плод развивается. Ему уже становится тесно потихонечку, да, вот это все пространство сужается. Вот и вы в таком состоянии. Это очень непростое время.
И дальше будет немножечко посложнее. Но, еще раз говорю, вы не должны расстраиваться, вы должны понимать, что вы совсем справитесь. У вас достаточно сил, у вас большой запас прочности. Поверьте, поверьте, вы непростой человек, и да, в принципе простых людей не бывает. У каждого своя роль, у каждого своя задача. Вот даже попали на эту отсыпку, я выпускаю каждый день отсыпки, вы попали именно на эту, значит, вы должны это были про себя узнать и услышать. А вам будут помогать, у вас идет помощь. Вот чтобы пережить вот эту трансформацию, уже до конца дойти, да, и, ну как, пройти эту линьку, да, назовем это так. Во-первых, у вас идет очень мощная помощь от людей. Эти люди все будут, смотрите, они связаны с космосом, они посланники небес. Люди могут быть знакомые, случайные знакомые, да просто прохожие на улице. Люди будут странным образом входить в вашу жизнь, давать вам какие-то советы, какие-то наставления, какие-то подсказочки будут вам давать, да, какую-то помощь вам оказывать. Это будет происходить в вашей жизни. Оно уже происходит. Дальше будет больше. С другой стороны, у вас идет защита от ангелов. Очень сильная защита. То есть в прямом смысле слова вас защищают. Больше, чем вы сможете вынести, вам никогда не дадут. Это первый момент. Второй момент. Хочу сказать, что у многих из вас есть недоброжелатели, причем достаточно хищные люди, которые не брезгуют никакими там, правилами, да, какими-то там совестью, честью. Но эти слова им просто недоступны. Вот, даже, наверное, произнести такое слово не смогут. Есть такие люди, они на вас смотрят, они там такие ужасные эти мысли у себя в голове рождают по поводу вас, они есть. И они бы уже бросились бы на вас, да, как хищные звери. Но вот смотрите, ангел с мечом, он вас защищает. То есть он не позволяет этим людям наносить вам какие-то вот прям серьезные ранения. Да, вы можете ощущать негатив от этих людей. У вас могут быть реакции на этих людей. Вот обычно, знаете, как понять, что человек плохой? Вы на человека смотрите, и у вас начинает болеть от него голова, да, либо чувство тошноты, и там живот может заболеть, там рвотный рефлекс появится, там головокружение. Вот прислушивайтесь к себе, реагируйте на свою вот такую психосоматику, да, по отношению к людям. Вот вам подсказочки идут, потому что интуиция, кстати, очень сильная интуиция, очень сильная, но неумение, либо нежелание в критический момент прислушаться к внутреннему голосу и желание, да, искать помощи извне не позволяет вам полностью сфокусироваться на свою интуицию. Но, тем не менее, я вижу, что вас защищают. Вот от самых таких серьезных комков, да, энергетических бомб, назовем это так, вас защищают. Так, что еще хочу сказать по итогу. По итогу, я за тех, кто зашел на мою отсыпку, я спокойна. Я не увидела ни одного фатального знака. Слава Богу, и я этому очень рада. Вообще, если честно, не люблю такие темы. Но кто занимается гаданиями, тот знает, что есть знаки, которые лучше бы никогда не видеть. Вот, у вас ничего фатального не вышло. Все, что вы в жизни встречаете, вы со всем этим справитесь, вы все это переживете. Что бы ни происходило, все равно хватит и сил, и мужества, и выносливости, и здоровья на то, чтобы все это перенести. Кстати, по поводу здоровья. Вот кто-то у меня очень сильно болеет, очень сильно. Вот человечек лежит, да, может быть, даже какому-то, ну, это вы, либо кто-то из ваших близких, да, вот подключен человек к чему-то, либо нуждается вот в подключении чему-то, там, знаете, как какие-то аппараты, препараты подключены, может, какие-то капельницы человек все время проходит. Я не медик, я, к сожалению, не разбираюсь в этом всем, но я вижу, что человек вынужден постоянно к чему-то подключать, или его подключают к чему-то. Вот у этого человека, либо это вы, либо кто-то из ваших близких, здесь идет чудо исцеления. Чудо исцеления, смотрите как. Это такой сложный процесс, знаете, вы найдете, либо разработаете самостоятельно какую-то методику. То есть это будет как ваше какое-то ноу-хау, да, то есть вы... Но вот в попытках исцелиться,
попытках исцелиться вы найдете тот единственно правильный путь, который поможет вам. Вы как идете, как пионер, как первооткрыватель. После вас вот эти ситуации, да, вот такое состояние, оно будет для людей не страшно. То есть вы своим опытом, своим путем, своими знаниями, как будто бы открываете дорогу для таких же людей, как вы, либо, ну вот как больной человек, вы говорите, что вот я научился, либо научилась преодолевать это заболевание. То есть у вас последователи будут, вы еще, знаете, как, ну, откройте для людей способ, либо метод лечения. Вот это замечательно, просто гениально. Мало того, вы очень многим людям можете помочь. Очень многие люди пойдут вашим путем. И ну, тут как гуру вы становитесь. Гуру, может быть, даже какие-то вы будете получать за это награды. Не знаю, как-то ну, явно вас будут отмечать люди. Это замечательно. То есть преодоление какого-то страшного заболевания. Это замечательно. Так, ничего не бойтесь. Знаете, что высшие силы вас не оставляют ни на минуту. Что касается вашей кармы, ну тут, конечно, нужно копаться, разбираться. Но я вам основные советы дала. Что с этим делать дальше, каждый пусть решает сам. Но то, что нужно с собой заниматься, это обязательно. Вот это, знаете, это как все равно, что ходить в душ, да, соблюдать личную гигиену. Вот в энергетическом плане это тоже очень и очень важно. Мы живем в мире. Мир наш состоит, да, человек состоит из эмоций. Все эмоционируют. У кого-то позитивные эмоции, у кого-то негативные, деструктивные. Понимаете, это все накапливается. Энергия, она никуда не исчезает. Она постоянно присутствует в пространстве. Вот, и ходить вот это на себя все цеплять нужно обязательно чистить. Все равно, что вот вы душ принимаете, когда там тело загрязнилось, соблюдая гигиену. Вот то же самое нужно делать в энергетическом плане обязательно. Чем больше вы проводите чисток, чем больше вы себя очищаете, вот это вот труху эту всю себя сбрасываете, тем больше у вас возможностей появляются, тем больше у вас подсказок, вы больше видите, вы больше понимаете. Вот некоторые вещи, вот как в тумане, да, они рассеиваются, ясность картинки появляется. То есть, избавляясь от негатива, от этой вот липучей, вонючей смолы, вы открываете свои глаза все шире и шире, и вам становится понятно, что делать, как делать, где искать спасение, чем, может быть, там мне поможет тот или иной человек, либо что-то я должна сделать, кому-то я должна обратиться. Понимаете, вот работайте над собой. Я не вижу здесь фатала, я уже сказала, и здесь у меня стелла вышла, это очень хороший знак, знак сильного человека, мощного человека. Вы рождены таким человеком, и вы таким человеком станете. И эта уже ситуация не за горами. Вот конец года у вас идет вот именно ваше становление. Это обязательно с вами произойдет, и у вас начинается, открывается, вернее, новый этап жизни. Каким будет этот этап жизни? Ну, счастливым. Счастливым, тут по-другому и не скажешь. То есть ближе к высшим силам, рядом с другим человеком, под защитой. То есть все будет у вас замечательно. Сейчас самый сложный период. Этот период просто нужно пережить. И не бояться сложностей и проблем, ни в коем случае от них не прятаться. Помните, что от каждой проблемы, которую вы не решили, вы от нее спрятались, она все равно вас догонит, но она может еще и усилиться. Понимаете? Вот это очень важно. Встречайте открыто то, что к вам идет жизнь. Не бойтесь, знайте, что вы сильнее. Знайте, что нет на вашем жизненном пути тех событий и обстоятельств, с которыми бы вы не смогли справиться. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем пока-пока.